Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Проезд открыт. Очень удобно, очень хорошо и главное, что красиво. Очень красиво. Казанский мост на Назарбаева открыт после реконструкции. Каким он стал, увидел Рамиль Шайдуллин. Дегазификация расширяет границы. Очень тепло, очень теплые батареи. Как в республике реализуется президентская программа, расскажет Дмитрий Аренин. С виду как новый, а проблем много. Двор в довольно-таки плохом состоянии, что касается этих провалов. Это детская площадка, это бедная облезлая песочница. Одни за смену УК, другие за создание ТСЖ. О проблемах дома на Серова расскажет Вероника Гайнутдинова. Исцеляет уже 600 лет. Люди стали приезжать, получать какие-то исцеления, утешения. Все это стало распространяться. Сегодня в Казань доставили Гаденовский крест. Подробности расскажет Рамиль Галиуллин. В Казани сегодня долгожданное открытие. Запустили движение по мосту через озеро Нижний Кабан на Назарбаева. Он был закрыт на ремонт в конце прошлого года. Специалисты тогда обнаружили трещину в несущей опоре перехода. Мост на Назарбаева – важная транспортная артерия столицы. Она соединяет центр города с Приволжским и Вахитовским районами. По графику работы должны были сдать в конце года, но справились на 3 месяца раньше. Что здесь изменилось после большого ремонта, показали Рустаму Миниханову. Он и открыл движение по мосту. Все увидел Рамиль Шайдуллин. Так начинается новая жизнь одной из главных транспортных артерий города. Рустам Миниханов и Ильсур Медшин открывают движение. По мосту через Кабан едут грузовики, как подтверждение прочности и надежности новой конструкции. Прежний мост был рассчитан на 60 лет. В 2019-м признан частично аварийным. В прошлом году в одной из несущих опор обнаружили трещину и закрыли на ремонт. Но оценив ситуацию, приняли решение снести старый переход и возвести на его месте новый, шире, прочнее и удобнее прежнего. Что ж, сегодня и вправду трудно узнать место некогда аварийного моста. Теперь здесь не 6, а целых 8 полос для движения, где уже сегодня проедут тысячи машин и общественный транспорт. Но расширилась и пешеходная зона, появились велодорожки и вот такие новые остановки. На работу хожу по этому мосту и обратила внимание, что уже думаю, какое движение началось. Очень удобно, очень хорошо и главное, что красиво. Очень красиво. Да, сделали отличные велодорожки. Я вот как раз в Казань приехал, а тут мост закрыт. Неудобно. А сейчас удобно. Работы завершили на год раньше намеченного. Периодами здесь трудились по 150 человек одновременно. Вдоль моста засеяли газоны и высадили деревья, установили 60 светильников. Появились барьерные и пешеходные ограждения, оборудованы системы автополива. Труднее всего, говорят строители, было работать на Кабане. Из-за сложной экосистемы озера приходилось опускаться и на дно. Надо было Кабан, чтобы он все время функционировал между собой. Мы ложили водопропускные трубы. Пришлось Кабан засыпать, оббить шпунтами, делать водопонижение и работать, грубо говоря, внизу, ниже уровня воды. Пока шел ремонт, водители личных машин и автобусов ехали в объезд через Хади Такташа, Салимжанова, улицы Татарстан и Габдуллы Тукая. Признаются, с нетерпением ждали открытия. Ждали этого момента? Да, давно. Спасибо. Для вас это удобнее? Конечно, да. Ждали момента этого? Да. Конечно, да, сейчас отлично. Артур, все, я еду. Мост вновь соединил историческую часть Старотатарской Слободы с центром города и разгрузит улицы Танковая, Татарстан и Назарбаева. Теперь мост выдерживает нагрузку в 25 тонн. Через 3 дня здесь запустят автобусные маршруты. Рамиль Шайдуллин, Мазиединов, ТНВ, Казань. Сегодня в Татарстане и еще 5 регионах страны подключили к газу первые социальные объекты по президентской программе дегазификации. Распространить ее на соцучреждения в минувшем году предложил Владимир Путин. Сегодня в нашей республике газ пришел в фельдшерско-акушерский пункт в селе Кирельское Камск-Устинского района. Как до этого здесь обходились без голубого топлива и где еще ждать дегазификации, сейчас расскажет Дмитрий Аренин. Очень тепло, очень теплые батареи. Теплом фельдшерско-акушерский пункт села Кирельское теперь обеспечивает газовая печь. До этого 5 лет для отопления использовали электрический котел. Перебои у нас были.
Все-таки как-то у нас и свет ведь бывает отключается, всякое же бывает аварийная ситуация, да. И морозы как-то сильные были. К сетям газоснабжения ФАП подключили по программе догазификации социальных объектов. Ее в минувшем году инициировал Владимир Путин. Медучреждение в Татарстане стало одним из первых в стране, где реализовали это решение. Это совершенно новое качество жизни, качество работы, возможность повысить серьезно качество обслуживания населения. Поэтому, естественно, решение президента нашей страны о том, что в программу догазификации должны войти объекты социально-культурного назначения, это, конечно, большое дело. Воплощение президентской программы взяла на контроль «Единая Россия». И сегодня руководство партии вышло на видеосвязь с регионами, где состоялось торжественное событие. Делает президентскую программу социальной газификации по-настоящему народной и востребованной у людей. И сегодня, запуская газ на 6 объектах, мы делаем очередной шаг к той цели, которую поставил наш президент, обеспечить доступность газа там, где это технически возможно. Все расходы по догазификации взяли на себя газоснабжающие компании. Это позволит привести сети там, где у местных бюджетов не хватало денег, и в будущем сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Серьезная экономия получается после того, как он перейдет с электричества на газ. И, конечно, эти деньги он сможет использовать на другие нужды, которые также актуальны для лечебного учреждения. Конечно, это топливо экологично, и при правильном отношении оно еще и безопасно. Если, например, раньше мы где-то в пределах 120 тысяч заплатили за год за электричество, а за газ где-то 40-45 тысяч, вот будет так. В селе Кирельское и соседних деревнях живут около 500 человек. Теперь они будут получать лечение в комфортных условиях. Очень хорошо, тепло, удобство, все нам очень нравится. Оно было на электричестве, было не очень тепло, но сегодня надеемся, что будет жарко даже для тех, кто будет ходить. ФАП нужен обязательно. Без ФАПа, как вы уж знаете, в сельской местности обычно уже такой в возрасте населения, ФАП должен быть. Решением президента России программа догазификации будет бессрочной. В Татарстане по ней в ближайшее время подключат еще 14 социальных объектов. Количество же заявок от граждан на подключение домов в стране перевалило за 1 миллион. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Камско-Устинский район. В пригородных микрорайонах Альметьевска 700 домов не подключены к газовым сетям, хотя все они вошли в план газификации частных домов еще в прошлом году. Как сегодня выяснилось на совещании у Тимура Нагуманова, план по обеспечению населения газовым отоплением выполнен лишь на 46%, а год на исходе. Больше половины проблемных домов находятся в микрорайоне Урсала. Глава Альметьевского района сообщил, жители неоднократно писали письма с просьбой провести в дома газ. Но когда работы начались, выяснилось, многих устраивает и электричество. Кроме этого, возникли вопросы к организации этой работы. В районе не хватает подрядчиков. Раньше нам присылали счета из Урсалы, помните, там за электроэнергию по 20, 30, 40 тысяч платили только за отопление. Ну, построили наши огромные дома по 500-700 квадратов и платили огромные деньги. Вот, пожалуйста, газ есть. Ну вот 700, вот цифру вы озвучили, там понятно, плюс-минус. Сейчас на них надо все силы бросить и не только обзванивать, там, и ходить, и разговаривать, и встречаться. Не знаю, подрядчики, чего не хватает. В интернете полно рекламы. Все только и кого-то и пытаются сейчас газ продать. Плохо, документация – это наша работа. Мы должны помогать. Подрядчиков надо привлекать, значит, со стороны. Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий. Так, сегодня ночью и завтра утром в республике на дорогах возможна гололедица. ГИБДД рекомендует водителям подготовить транспорт к зиме, при езде учитывать погодные условия, не совершать опасные маневры. Завтра в Татарстане синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Днем плюс 7 градусов, ночью столбик термометра опустится до 0. В среду и четверг сохранится такая же погода с гололедицей. С виду как новый, а проблем много. Так говорят о своем доме жители многоэтажки по улице Серова, Казани. Они решили сменить свою управляющую компанию. Претензий и жалоб к ней много, а решения проблем дома не видят, возмущаются они. Жители многоэтажки разделились. Появилась еще одна инициативная группа, которая за создание ТСЖ. В нынешней УК говорят о проблемах, знают и ищут решения. Вероника Гайнутдинова о ситуации, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука».
Идет нормальный асфальт и резко идет провал. Это 51-й дом на Серова. Здесь порядка 400 квартир. Такие провалы можно увидеть вдоль фундамента. Жители переживают, многоэтажка может накрениться, так как под домом есть парковка. Обращались в управляющую компанию. Там постоянно вот эти воды уходят вниз, есть подтекание и так далее. И вдоль вот этого стилобата ежегодно вот этот вот въезд во двор, вот здесь вот по краям стены обрушаются, ежегодно просто косметический ремонтик такой, снова закрашивается. Вот сегодня прошел незначительный дождик, вы можете увидеть уже следы вот этих водопадов и уже новые обрушения, и это каждый год. Дом в довольно-таки плохом состоянии, двор в довольно-таки плохом состоянии, что касается этих провалов. Это детская площадка, это бедные облезлые песочницы, в которых уже песка, как асфальта, размером. То есть ничего не делается в основном. То есть если жители не жалуются, управляющая компания в основном, естественно, молчит. А если жители начинают жаловаться, то управляющая компания с горя пополам что-то доделает через какой-то промежуток времени. Претензий к управляющей компании «Аржиф-1» у жителей много. Было в лифте то, что люди просто падали вместе с лифтом, причем с ребенком эта история была, с коляской. Вот с лифтами проблема постоянно, жалобы постоянно, то есть нас что-то там чуть-чуть подремонтируют, и как бы дальше проблемы так и остаются. Очень много нареканий, в частности зимой у нас не убирается двор, у нас складируется снег на территории двора. Элементарные моменты с уборщицей, чтобы убирать подъезды все. То есть у нас там висят паутины, пауки уже вот такого размера бывают. А если говорим управляющей компании, то они говорят оставлять заявку. То есть заявки оставляем, а ничего не меняется. Поэтому некоторые жители выступили за смену управляющей компании. Начались собрания собственников жилья. Собрание уже провели по поводу смены управляющей компании. Вот сейчас проводится у нас голосование до 15 января. У нас идет голосование. Но неожиданно после этого собрания появилась, так скажем, инициативная группа по ТСЖ, которые хотят создать в нашем доме ТСЖ. Мы знаем то, что многие люди из этой группы, они связаны с нынешней управляющей компанией. Это либо там жены кого-то там работников, там, либо кто-то там работал раньше, либо кто-то просто хорошо с ними общается. Инициативная группа, которая выступает за создание ТСЖ, тоже решила собрать жителей. Если мы сами будем руководить своим двором, своим домом, будет больше порядка, будет квартплата меньше, потому что вокруг ТСЖ у всех квартплаты поменьше, у всех порядок. Я-то уверен, что я справлюсь. А мы не уверены, мы вас не знаем. Другие жители против создания ТСЖ. С системой пожаротушения как будете работать? Что будете делать? На какие деньги? То же самое будем восстанавливать. Ну а на какие деньги-то? Откуда у вас у ТСЖ деньги будут? Скажите будут мне. Деньги. Откуда? Будут. У управляющей компании, которая обслуживает несколько домов, нету, а у вас будут? Директор УК «Аржиф-1» говорит, о проблемах многоэтажки знает. Жалобы от жителей поступают регулярно. Провал асфальта беспокоит больше всего, рассказывает Руслан Ахметов. Дом должен был войти в программу «Наш двор», но из-за того, что находится над паркингом, не соответствует требованиям. Нужно провести капитальный ремонт. У нас есть много обращений во все организации, кто этим каким-то образом, то есть к этому причастен. Что говорят некоторые жители, что бездействие, то это неправда. То есть, если нужно кому-то из собственников документы, что какие организации мы обращались, пожалуйста, пусть приходит, пишет заявление, весь пакет документов мы предоставим. Дом построен в 2009-м. В программу капремонта он может попасть не раньше 2040 года. В администрации Кировского и Московского районов рассказали, есть условия, при которых капремонт могут провести раньше. В случае необходимости ремонта более 50% конструкций может быть рассмотрен вопрос включения дома в программу капитального ремонта, начиная с 2025 года. Но на сегодняшний день ни дефектные ведомости, ни проектная документация в администрацию не представлена. Это снова вопрос к управляющей компании. Жители уже подавали на нее жалобу в прокуратуру. Их обращение сейчас на рассмотрении, заявили в надзорном ведомстве. Жильцы обращались и в Казанскую жилинспекцию, однако ситуация не изменилась. Мы отправили запрос в Республиканскую инспекцию. Как оказалось, здесь от жителей 51-го дома заявления не получали. В случае поступления рассмотрят, сообщил нам руководитель Сергей Крайнов. До середины января в доме идет голосование за смену УК или создание ТСЖ. Пока жителям придется жить в тех же условиях. Не провалится ли за это время асфальт, не упадет ли лифт и кто будет убирать зимой снег. Мы следим за ситуацией. Вероника Гайнудинова, Рани Абдрахманова, Наиль Абдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Потерянные помещения, недоплата в бюджет, аренда без договора. Счетная палата проверила Минземимущество Татарстана. О результатах проверки, выявившей нарушения при управлении госимуществом, читайте в интернет-газете «Реальное время». Несколько объектов в историческом центре Казани посетил сегодня Рустам Минниханов. Первым стало здание пожарного депо 1930-х годов в Адмиралтейской Слободе. Аварийное здание подлежало сносу, но после обращения общественности благодаря поддержке Раисы удалось его законсервировать. Теперь предлагают переоборудовать его в молодежный центр. Рядом обновленный сад рыбака. Здесь благоустроили территорию, воссоздали фонтаны и статую рыбака. Также Рустам Минниханов посетил объект культурного наследия – жилой дом 18 века на Гаяза Исхаки. Сохранилось 30% здания. Раису представили варианты восстановления. Показали и Юнусовскую площадь после первой очереди благоустройства. Еще один объект – комплекс пивоваренного завода Александрова Петцольда. Образец промышленной архитектуры конца 19-го, начала 20 века. Тоже ждет вторая жизнь. А здесь офисы. Уже черновая отделка там есть. Они будут делать там офисы, да. А мы здесь хотим в будущем уже сделать такой отель для туристов исторический, вместе тоже с ресторанами, национальной кухней. Также Рустаму Минниханову презентовали планы по развитию еще не благоустроенных территорий вокруг озера Нижний Кабан. А в завершении посетили парк Горького, где идет реконструкция входной группы. Уже заменили пешеходные покрытия, провели озеленение, установили скамейки, урны. Здесь же Раису Республики презентовали проект Казанской городской канатной дороги «Аэромост». Она свяжет парк Горького, экстрим-парк Урам и стадион Акбарс-Арена. И сегодня Рустам Минниханов осмотрел здание ЦУМа, в котором планируется открыть Центр народных художественных промыслов. Согласно концепции, здесь разместят мастерские, пространства для мастер-классов и производственные площадки. По задумке авторов, общественное пространство должно стать новым местом притяжения. Рустам Минниханов поставил задачу строителям осмотреть все этажи и определить полезные площади под мастерские. Специалисты приступят к реконструкции в ближайшее время. Посмотреть все эти подвалы, конкретику не сделаешь, там нужен мастер, который этим занимается. Он скажет вам, вот это вам нужно. Здесь все должно быть удобно. Турист ли, кто работает, эти зоны надо разделять. Хорошо. Делегация Госсовета Татарстана во главе с Фаридом Мухаммедшиным прибыла с рабочим визитом в Республику Алтай. В аэропорту парламентариев встретил председатель Государственного собрания Эл-Курултай Артур Кахоев. Во время рабочего визита запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между парламентами двух регионов. Также наша делегация намерена встретиться с представителями татарской диаспоры Алтая. Сегодня татарстанцев познакомили с местной национальной культурой. В Казани сегодня простились с бывшим председателем Госкомитета по кинематографии Татарстана Зуфаром Бухараевым. Он скончался на 79-м году жизни. Панихида прошла в кинотеатре «Мир», который был создан под его руководством. Сегодня здесь его родные, друзья, коллеги, общественность. Зуфар Бухараев руководил Казанским молодежным центром, который стал одним из лучших в стране. С 2001 по 2005 годы был заместителем министра культуры Татарстана. Под его руководством киноиндустрия республики получила новый импульс. Возобновили съемки кинолетописи, работу киноклубов, сняли первый полнометражный фильм на татарском языке «Куктау». Зуфар Бухараев был одним из организаторов Казанского фестиваля мусульманского кино. Деятельность Зуфара Гарифовича оставила неповторимый след в развитии татарстанской киноиндустрии, говорится в некрологе, подписанном Рустамом Миннихановым, Минтимером Шаймиевым, Фаридом Мухаммедшиным, Алексеем Песошиным, Азгатом Сафаровым и другими официальными лицами. Зуфар Гарифович был для многих учителем, другом. Он внес неоценимый вклад в развитие киноиндустрии. Он положил основу той сети, которая сейчас функционирует. Он был основателем, и с его поддержкой впервые в Татарстане был снят полнометражный художественный фильм на татарском языке. Каждому человеку мог уделить время и сказать именно то слово, которое ему надо в этот момент. Были сложные ситуации, когда именно встреча с Зуфар Гарифовичем помогала выйти на такой позитивный настрой.
23 октября в Казани пройдет 3-й международный фестиваль имени Альфии Авзаловой. В этом году его приурочили к 90-летию легендарной певицы. На гала-концерт участников отобрали по итогам конкурса. Поступило 600 заявок. Они из 13 стран мира: Италия, Соединенные Штаты, Узбекистан, Казахстан и другие. Среди конкурсантов жители Москвы, Ульяновска, Мордовии, Кемеровской области, Татарстана. Претендентов оценивало профессиональное жюри. В его составе Салават Фатхуддинов, Навкат Нигматуллин, Миляушата Миндарова. Главная интрига фестиваля – кто станет обладателем Гран-при. Имя победителя объявят в оперном театре. Главный приз – денежная премия в 100 тысяч рублей. Знаковое событие для православных. В Казань доставили Гаденовский крест. Прибывшая святыня – освященная копия креста из села Гаденово Ярославской области, который был явлен верующим чудесным образом 600 лет назад. В столицу республики реликвия прибыла всероссийским миссионерским крестным ходом. Прикоснуться к ней пришли сотни человек даже из других регионов. Колокольным звоном встречает верующих собор Казанской иконы Божьей Матери. Прихожане стали собираться задолго до начала литургии. Копия Гаденовского креста в Казани впервые. Для каждого православного это добрый знак. Все-таки это поклонение кресту. Как говорится, мы все люди верующие. Это, да, большой для нас праздник. Повод прийти в церковь, лишний раз помолиться. Величайшей святыни. Поэтому мы постарались сюда приехать. Мы давно про нее слышали. Давно хотели приложиться к кресту, но поехать туда мы не имеем возможности. Поэтому мы очень рады, что крестный ход пришел в Казань, и мы имеем возможность поклониться кресту. Божественную литургию провел митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Поклониться Гаденовскому кресту, послушать обращение и вознести молитвы приехали верующие со всей республики и других регионов. Целую ночь мы ехали. Я хотела попасть к этому кресту. Просила помощи своим детям, внукам. День хороший, очень довольны. К сожалению, не смогли пройти. Народу очень много. А так, в общем-то, хотели увидеть, увидели. История святыни, говорят верующие, не поддается законам бытия. Крест был создан в 15 веке в Византии. Затем 600 лет назад чудесным образом перенесся на русскую землю, близ села Гаденово. Верующие увидели в этом знак свыше. Еще там лет 20 назад о нем знали очень мало людей. То есть он не был так распространен. Но вот люди стали приезжать, знаете, к пустому колодцу за водой не ходят. Люди стали приезжать, получать какие-то исцеления, утешения. Все это стало распространяться. И сегодня, мы знаем, это одно из самых почитаемых мест в стране. Рассказы о его чудесах верующие бережно хранят. На коляске один молодой человек приехал, приложился к его кресту. Шаткой походкой, но все-таки своими ногами пошел. Мою родственницу выписали умирать. 4-й степень рака. И ее, родные взяли и повезли к Гаденовскому кресту. И она говорит, меня когда положили на землю, я почувствовала силу изнутри. Мы ездили в Чебоксары, 8 часов стояли, и, знаете, даже не устали. Такую очередь простояли 8 часов и не устали. И сразу облегчение здоровья. Общероссийский крестный ход начался в первых числах сентября в Мурманске. Освященную копию креста пронесут по 27 городам России и Беларуси, с севера на юг и с запада на восток. Таким образом, планируется осенить территории крестным знаменем. Межконфессиональная ситуация, которая имеет место в Татарстане, может считаться и образцовой для многих других регионов. Так что надеюсь, что так будет продолжаться и в будущем. И вот это принесение святыни на землю Татарстана будет способствовать укреплению межконфессионального мира и согласия. Завершится крестная миссия в ноябре, в праздник Казанской Божьей Матери и День народного единства во Владивостоке. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исян Мессис. В студии Наиль Дзихате. В Татарстане установилась по-настоящему осенняя погода. Изменится ли ее характер, узнаем через несколько секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов.
Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки повсеместно пройдут дожди. В Арске, Богатых Собах и Зеленодольске облачно, дожди. Температура днем 4, ночью и вовсе от 0 до 1 градуса. В Апастово, Камском Устье и Дрожжаном также облачно. Прогнозируются осадки. Днем плюс 4, ночью от 0 до плюс 2. Местами обещают мокрый снег. В Нурлате, Черемшане и Новошишминске днем также около 4, ночью не выше 1 градуса тепла. Будет облачно и дождливо. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Менделицке чуть теплее, днем до 5, ночью до 2 градусов. Здесь также повсеместно дожди. В Бавлах, Лениногорске и Урусу пасмурно и дожди. Местами ожидается мокрый снег. Днем от 3 до 5 градусов. Ночью температура составит от 0 до 2 градусов тепла. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк» Новые Горки в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк» Новые Горки. 2 677 677. Санчи – сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, нормализует давление. Санчи – источник долголетия. Продается только в аптеках Farmland. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В туристических городах нашей республики также пасмурно, дождливо и холодно. В Свияжске облачно, ожидаются осадки 4 градуса днем и всего 1 градус ночью. В Болгаре также прогнозируются осадки днем 4 градуса, ночью 1. В Елабуге то же самое, днем 4 градуса, ночью будет около 1. Здесь тоже дождливо. В столице Татарстана в течение следующего дня ожидаются обильные осадки. Будет пасмурно. Температура всего 4 градуса днем и около 2 ночью. Давление чуть выше нормы 756 мм ртутного столба. Ветер западный умеренный. Влажность 82%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите себя. До встречи.